Вот Асхат мне посоветовал, с чего начать. И с ним мы много общаемся, баракаллах. Начну с того, что приезжаю сюда, я ощущаю радость, баракаллах фик, а уезжая отсюда, я ощущаю грусть. Вот. И у меня отец аварец, мать кумычка. Потом, когда я то есть наполовину аварец, наполовину кумык. Потом я женился, я стал чуть-чуть лезгином, немножечко на лезгинке женился. Потом вот встретил моего дорогого любимого брата Асхата и стал татарином тоже . А потом приехал сюда, и теперь я еще к тому же кыргыз. Вот, баракаллах, ко всему прочему. Я легко отношусь к национальностям, очень легко, но всегда внимателен к тому, что национальности нас разделяют, а ислам, религия нас объединяет. Я вот внимателен к тому, что религия нас объединяет, и, альхамдулилля, разницы нету, ты кыргыз, аварец, кумык, важно, что ты мусульманин, баракаллах. И вот когда я в одной из своих самых жестоких подготовочных тренировочных процессов очень сильно я выкладывался, мне было очень сложно, но я все равно вставал и все равно шел в зал. Там мы проводили 3, а то и 4 часа, вкалывали. Потом опять домой. И вот это каждый день у меня продолжалось 3 месяца, но я до конца шел. Вот, в любом случае, плохо, хорошо, тяжело. В любом случае шел. Почему? Потому что я хотел достичь успеха, да? Хотел успех, то есть хотел победить в бою, да? Хотел выиграть. И вот я выиграл, а потом я заработал много денег. И вот я задавал вопрос, это успех, когда вот общался со своим братом, это успех? И он говорит, нет, и что же для нас успех, да, баракаллаху фика, на самом деле? Это вот представить, вот мой дорогой брат Асхат рассказывает мне, он говорит, в раю мы, говорит, очень, вот я не знаю, как у меня мозг не воспринимает мой, и ваш тоже не воспримет, я думаю. Умножим наше самое лучшее состояние своей в этой жизни на 10 тысяч раз, самые прекрасные ощущения. И вот в раю, говорит Асхат, ты каждый день, то есть на следующий день, твои ощущения, они сильнее, чем были вчера. А на следующий день еще сильнее, чем были сегодня. И представляете, я подумал, а через 100 лет, как я должен себя чувствовать в раю? Хорошо, а через 1000? Какое у меня должно быть состояние в раю, субханаллах? И в один момент ты понимаешь, что нет, это все... Мы можем сейчас, смотря на определенных людей, сказать, он преуспел, или вот он преуспел, или там я преуспел, там в чем. На самом деле преуспел только тот, кто, субханаллах, когда будет покидать эту жизнь, у кого над кем Аллах смилостится. И вот это на самом деле, это вот самый, на самом деле, настоящий, главный успех. И вот порой, когда я просыпался в зал и шел, и терпел, себя мучил, а потом тяжело просыпался на молитву, и мне это тяжелее давалось, но встать на фаджр и помолиться мне давалось тяжелее, чем если я когда вставал и шел в зал и делал 3 часа жесткого тренировочного процесса. Но это то, что не дозволило мне Аллах выступать. И я сколько усердства проявляю, чтобы быть там успешным, где Аллах мне не дозволил, где я сказал, нельзя бить лицо, нельзя ломать лица, иншаллах. И я, иншаллах рахман, хочу, и надеюсь, что я смогу быть для вас чуть-чуть полезным, да, и сказать, что да, я увязался немножечко в определенном моменте, но, иншаллах рахман, я планирую оставить, я уже достаточно долго, мне стыдно даже говорить, что я планирую оставить, и сказать вам сейчас, оставьте то, что, допустим, тоже стыдно, потому что но при этом, если я делаю что-то не так, если я наступил на эти грабли, если они прилетели мне по лицу, почему бы мне не сказать вам, обойдите эти грабли, не наступайте на них, обойдите. И
говорят, вот наш достаток, он вот здесь, например, я должен заработать 1000 рублей, 1000 рублей. Они в любом случае 1000 рублей ко мне придут, по-любому. Но вот каким путем я дойду до этих 1000 рублей, Аллах дал мне выбор. Либо я вот буду идти порицаемым путем, либо буду делать дозволенно дойду до этой 1000. И вот, дай Аллах, чтобы мы к этой 1000, к этим 1000 шли дозволенным путем исключительно. Баракаллаху фика. И чтобы каждый из нас, как я усердствовал в спорте, чтобы так каждый усердствовал в религии своей, баракаллаху. И в этом будет больше для нас пользы. Ну, баракаллаху фика, что-то там, если бы я был бы на пресс-конференции, я бы вам раскачал сейчас, да, там, ну, как, сейчас здесь у меня язык немножечко заплетается, я чувствую себя немножечко некомфортно, потому что вот такие братья, знающие, вот сейчас сидят и слушают, а я сейчас сижу здесь за столом и что-то рассказываю, вот, баракаллаху фика. Братья, я очень люблю вас, ради Аллаха, моих братьев, кыргызов, мне очень всегда приятно. Баракаллаху Анвар, баракаллаху за ваше вот это отношение, которое влюбляет в себя, да, баракаллаху фику. Один раз приехал я сюда и полюбил братьев, и как встречают меня, вот каждый раз, когда я вижу лица улыбающиеся мне, я думаю, ну, альхамдулилля, ну, что-то, по всей видимости, я все-таки делаю правильно, баракаллаху фику. Очень рад вас всех, баракаллаху фика, за ваши внимательные вот лица, которые сейчас меня слышат. Пусть Аллах отдает благо вас, ваши семьи. Мне очень приятно находиться здесь. И надеюсь, вот хоть какую-то пользу, иншаллах, Роман, вы извлечете из моей вот этой вот неаккуратной такой балаганной речи. Баракаллаху фика.